Добрый вечер, дорогие друзья. Вчера, 16 мая, агентство РИА Новости опубликовало небольшую заметку с цитатой лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Вторая часть съезда партии пройдет 27 июня. На этой части съезда мы примем предвыборную программу. И на этой же части съезда мы утвердим списки кандидатов как по региональным группам, так и по одномандатным округам. Конец цитаты. Сегодняшний выпуск «Аренных событий» будет посвящен политической партии «Справедливая Россия», ее истории и перспективам. Первая часть 8-го съезда партии состоялась в Москве 23 апреля. На ней были переизбраны руководящие органы «Справедливой России». Однако вместе с тем наблюдатели тогда отметили, что съезд эсеров оформил скрытый конфликт двух ключевых персон в партии и обозначил наличие очередного внутрипартийного кризиса. Так, например, писала интернет-газета «Знак» в материале, озаглавленном «Разбод по справедливому». Внешне спокойные результаты форума с трудом скрывают главный политический итог. Прекратил свое существование многолетний тандем переизбранного на новый срок полномочий лидера эсеров Сергея Миронова и перешедшего на работу в ЦИК, Центр избирком, из Государственной Думы Николая Левичева, который председательствовал в партии в 2011-2013 годах и с которым Миронов был знаком с детства. Впрочем, справедливороссам не привыкать. Они с грохотом изгоняли Сергея Шаркунова, Евгения Ройзмана, ничего не потеряв и устоявшись в системе. Например, еще в 2013 году политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин писал, цитата: «Со «Справедливой Россией» случился кадровый кризис. Дело в том, что с назначением Николая Левичева лидером партии все пошло наперекосяк. Партию создавали под Сергея Миронова, спикера Совета Федерации. Когда после известной оппозиционной активности Миронов был уволен с поста спикера, их судьба была предрешена. Маневры, которые предпринимали справедливороссы, это и выход на оппозиционное поле, затем такой же успешный переход на прокремлевское поле, свидетельствуют о том, что они пытаются сохранить целостность своей структуры самыми радикальными способами. В результате теряют репутацию, имидж. В конце концов, произойдет обрушение региональных структур партии. Затем она исчезнет из информационного поля совсем. Конец цитаты. Пока ничего этого не произошло, но на каком поле оказалась «Справедливая Россия»? Она критикует правительство лозунгом «делай или уходи». Очевидно, что она рассчитывает на то социальное напряжение, которое возникает из-за непопулярных действий экономического блока правительства Российской Федерации в ходе решения проблем, которые возникли на нынешнем этапе кризиса. При этом напрямую и сильно критикует правительство «Единая Россия», но справедливороссы пытаются перехватить инициативу, быть первыми. Но, похоже, бьют из пушки по воробьям. Вместе со всеми гражданами Российской Федерации партия «Справедливая Россия» объявляет о начале всенародной акции. Требования к правительству и его главе Дмитрию Медведеву. Мы требуем немедленной отмены несправедливой системы поборов на капремонт. Мы требуем полной отмены транспортного налога. Мы требуем возврата земельного налога на прежний уровень. Нас не устраивает хроническая беспомощность правительства и его бездействие в условиях, когда положение миллионов граждан ухудшается с каждым днем. Мы говорим: делай или уходи. Итальянцы красиво говорят по таким поводам. Идея хорошая, смысла нет. Вообще у «Справедливой России» сложная политическая история. Она сама, видимо, не понимает, что такое она есть на самом деле. Из несистемной оппозиции она вернулась в лоно системных партий, но по-прежнему яростно оппонировала на площадке Госдумы, сталкиваясь не столько с единороссами, сколько с КПРФ. Простому избирателю впору окончательно запутаться. На кого ориентирована программа справедливороссов? С нашей студией на связи по телефону из Москвы политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Алексей, ну вот вопрос прозвучал. Кто представляет, что из себя представляет электорат «Справедливой России»? Ну, электорат «Справедливой России», при том, что она считает себя социал-демократической партией социальной направленности, представляет из себя крайне разношерстный контингент. С одной стороны, «Справедливая Россия» претендует на часть электората коммунистов. В последнее время они заметно поправили, и «Справедливая Россия» надеется отхватить у них часть этого партийного поля. С другой стороны, «Справедливая Россия» пытается быть одновременно и оппозиционной, и пропутинской партией, что, конечно, вносит некоторую двойственность в ее действия и отпугивает ту часть электората, которая оппозиционно направлена. Чего ж там больше, противоречий или последовательностей? К
к сожалению, больше противоречий. Несмотря на то, что в последнее время «Справедливая Россия» предприняла ряд действий технического характера, направленных на консолидацию своего электората, например, вывела из состава кандидатов, баллотирующихся «Справедливой России» в Госдуму, Николая Левичева, который очень серьезно испортил отношения с многими региональными отделениями, и привлекла в свои ряды обратно к активной деятельности Олега Шейна, довольно популярного на юге России. Тем не менее, справороссы по-прежнему испытывают сильный дискомфорт, находясь на одной линейке с коммунистами и ЛДПР. Эти ребята, я имею в виду коммунисты ЛДПР, у них довольно ярко выраженная стратегия и тактика избирательной кампании, в то время как справедливороссы до сих пор не могут определиться. Они все-таки оппозиционная партия, либо прогосударственная. А как относиться к их лозунгам? Ну, в частности, вот это вот «делай или уходи». Это популизм? Ну, на самом деле это популизм в чистом виде. Хотя фраза хлесткая, конечно. Но, с другой стороны, «Справедливая Россия» парламентская партия уже давно, и этот лозунг вполне можно адресовать именно им. Спасибо, Алексей. Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов прокомментировал призыв эсеров. Цитата. «Сергею Михайловичу Миронову нужно начать с себя. Делай или уходи – это призыв к самому себе». Конец цитаты. И напомнил, что «Справедливая Россия» поддержала кандидатуру председателя «Единой России» на выборах президента Российской Федерации. Цитата. Миронов пытается прикрыть факт того, что претензии к системе ЖКХ – попытка прикрыть провальную работу его однопартийцев в ряде регионов. Конец цитаты. Кстати, требования «Справедливой России» многие СМИ поторопились назвать ультиматумом. Ну какой же это ультиматум? Ультиматум – это, например, требования барона Мюнхгаузена к правительству Англии. А здесь в качестве ключевого момента избран тезис обеспечения социальной справедливости через активное участие социально ответственного государства. Лозунги-то эти правильные, но в том и дело, что это только лозунги. Их читать проще. Они пишутся крупными буквами и яркими красками. С нами на связи из Москвы по телефону президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав, добрый день. Добрый день. Ростислав, а как вы относитесь вот к лозунгам «Справедливой России», с которыми она сейчас выходит на выборы, на предстоящие, про ЖКХ, про землю, про транспорт? Не является ли это симулякром? Ну, понимаете, любая партия выходит на выборы с обещаниями всего хорошего, да, и с гарантией бороться со всем плохим. Так что здесь ничего удивительного нету. Вот. И, как правило, и партии, отдельные депутаты, вернее, отдельные кандидаты обещают больше, чем они могут выполнить. Вот. С моей точки зрения, для того, чтобы отделять зерна от плевел, то есть обычный популизм, значит, привычку говорить лозунгами от адекватного восприятия действительности политиками, значит, надо смотреть, предлагает ли данный конкретный политик или партия какой-то механизм реализации своих лозунгов. Кстати, в Якутске же можно все время жаловаться на то, что зимы недостаточно теплые, а лето слишком жаркие, да? Ну да. И возмущаться этим. Значит, но если вы не предлагаете таким образом сделать зиму потеплее, а лето попрохладнее, то жаловаться вы можете десятилетиями, правда? И все равно ничего не изменится. Ну хорошо, Ростислав. Ну, вот точно так же и в политике. Хорошо, Ростислав, а каковы вообще перспективы партии «Справедливая Россия», по-вашему, на предстоящих выборах? Удастся ли повторить тот относительный успех, который был на выборах в 2011 году? Я думаю, что, скорее всего, в парламент они пройти должны. Значит, потому что, в общем-то, они занимают такую достаточно перспективную нишу, да, на которую кроме них никто не покушается. Они умеренно левы и позиционируют себя как социал-демократы. Да, то есть, с одной стороны, они выступают за социальное равенство, с другой стороны, без коммунистических эксцессов, да, значит, без всеобщей национализации там, и так далее. И то есть за сохранение нынешней ситуации, но с ее улучшением, то есть еще большим переделом
собственности или переделом бюджетных вливаний в пользу социально защищенных слоев населения. Эта идеология, в принципе, популярна достаточно. Поэтому, с моей точки зрения, они должны собрать необходимые голоса для того, чтобы в очередной раз сформировать фракцию в Государственной Думе. Я не думаю, что она будет большая, эта фракция, да. А в основном это будут одномандатные, больше одномандатников ждет больше успеха или партийный список? Я думаю, что скорее они могут провести партийный список. Потому что одномандатники — это достаточно проблематичная история, да. Я не уверен, что «Справедливая Россия» сможет в большом количестве округов привлечь именно таких популярных, да, раскрученных лидеров. Тем более, что она ведь не идет по пути, скажем, «Единой России», которая пытается выдвигать даже не членов партии, да, но просто популярных в регионе людей. Значит, да. «Справедливая Россия» пытается выдвигать собственных людей, да, а в общем-то у нее не такой богатый запас, да, потенциальных лидеров, за которых могли бы голосовать в округах. Поэтому я предполагаю, что просто за партию, скорее всего, проголосуют как за носителя определенной идеологии, да, достаточно популярной в массах. Это не будет такое там уж слишком повальное голосование, да, но теоретически где-то процентов там 7-8-9 не могут рассчитывать набрать. Вот. Значит, а в округах то, что они проведут, это просто добавится к партийному списку. Спасибо, Ростислав. Вот что говорил в марте 2012 года сам лидер эсеров о будущем «Справедливой России». Цитата по Интерфаксу. «Будущее у партии «Справедливая Россия» самое позитивное. Никакого раскола в партии нет. Партия очень активно работает, и я нисколько не сомневаюсь, что в следующем избирательном цикле, конечно, мы будем побеждать». Но мне кажется, что очень объемно высказался по поводу позиций «Справедливой России» политолог Сергей Старовойтов. Он назвал их совершенно грустными, поскольку, цитата, «критиковать коммунистов они не могут, потому что оттолкнут от себя социалистически настроенных избирателей, ностальгирующих по СССР. А критиковать правительство и Единую Россию они не могут, потому что рождены не для этого». Конец цитаты. Древние говорили, отрицание не есть доказательство. Строить предвыборную программу стоит, скорее всего, на предложениях. С вами была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.